Всем привет, меня зовут Адылджан. Меня зовут Джалдашев Рамис. Меня зовут Зина. Меня зовут Кодер. Проводим марафоны уже с 2016 года. Сам являюсь марафонцем, пробежал 42 километра в Турции, в Стамбуле. Это марафон межконтинентальный, с азиатской части в европейскую, через Босфорский мост. Было очень атмосферно. Я работаю в общественном фонде «Тонус», являюсь менеджером по корпоративным продажам. В бег я пришел в 2016-2017 году, когда я приехал только в город студентом. Я самостоятельно бегал в «Спартаке». У меня были очень хорошие беговые данные. Меня заметил один тренер и предложил заниматься именно с тренером у его тренера. Я являюсь проектным менеджером в общественном фонде «Тонус», а также пиар-менеджером. Хочу вам рассказать свою историю, как я начала бегать, когда это было и к чему это привело в дальнейшем. Бегать я начала в 2016 году, в январе. Одна я бы, наверное, не справилась и не начала бы бегать и не участвовала бы на забегах. В тот момент я узнала о такой группе, как «С дивана на марафон». Там было примерно 20 человек, они по утрам вставали и вместе бегали. Я подумала, почему бы нет, присоединилась к ним. Марафонская дистанция, она по-настоящему тяжелая, но мотиватором является то, что ты ее преодолеешь, да, и появляется статус такой официальный марафонец. Есть такая дистанция, «Железный человек» называется. И человек, который проходит ее, он может по праву называть себя железным человеком. И также и с марафоном. Когда человек пробегает 42 километра, у него появляется статус, такое жизненное достижение, то, что он является марафонцем. Я являюсь частью команды «Тонус». Мы вместе с командой «Тонус» организовываем масштабные марафоны, масштабные забеги. Сам являюсь марафонцем, альпинистом Кыргызстана. Пробежал 42 километра, мой результат составил 4:27. Хотя это был мой первый марафон. Я попросился, чтобы он меня взял как любителя, чтобы я бегал чисто для себя, чтобы улучшал свои показатели. И он начал меня тренировать. Первую дистанцию я пробежал 10 километров на соревнованиях. Мой личный рекорд на десятке 37:58. Потом как раз таки на Куздеми в 2018 году я смог пробежать 21 километр. Мой личник на полумарафоне 1 час 23 минуты 58 секунд. В неделю мы занимались примерно 5 раз. Утром в 6:30, холодной зимой. Тогда еще была самая холодная зима. Но несмотря на это, мы все собирались и бегали в ботаническом саду. Тогда в первый раз узнала, что есть марафоны, что люди участвуют, получают медали. Я записалась на 42 километра, и за 4,5 месяца я подготовилась и пробежала свой первый марафон на Иссык-Куле. Так как я всегда бегал в зале, занимался в зале года продолжительностью 3-4 года, в зале бегал, потом как-то меня друзья позвали на челлендж. И я решил пробежаться по улицам с друзьями. Когда я вышел с друзьями на пробежку, да, мы разговаривали о чем-то, болтали туда-сюда, а потом по карте смотрю, я пробежал уже 3, 4, да, и даже не устал и не заметил этого. И в этот момент я прям полюбил бег, стал чаще бегать, начал участвовать именно в самых мероприятиях больших. Свою первую марафонскую дистанцию я бегал не на соревнованиях, а на тренировке. Я жил в массиве Алтын-Орда под Новопавловкой, и со своего дома я пробежал до Ханта без остановки за 4 часа 12 минут, то есть полную марафонскую дистанцию 42 километра. И было очень тяжело. Тогда я понял, что такое у марафонов означает упереться в потолок, когда ноги становятся ватными, ты не можешь дальше бежать и приходится преодолевать себя. На самом деле было очень тяжело. Когда я бежала, я думала о том, почему я начала бегать вообще, зачем это мне нужно, потому что тело настолько уставало, и ноги уже в какое-то время уже как бы не бежали, и мне было и морально тяжело. Мотивировала себя всем чем угодно. И в конце уже, когда не осталось никакой мотивации, я просто мотивировала себя тем, что на финише я съем пирожки. То есть мне помогли пирожки добежать мою дистанцию.
но когда я вот финишировала, оказалось, что пирожков не было. Ну, в общем, это не главное. У всех, наверное, финиш бывает разный, да? Кто-то финиширует, получает от этого эйфорию, а кто-то финиширует, ничего не испытывает, но эти эмоции приходят к тебе потом, после того, как ты осознаешь, что ты пробежал. На утро у меня было бешеное желание отказаться от марафона, потому что я утром лежу в теплом одеяльке, и мне так не хочется выходить из этого одеялочка, потому что было холодно, да. Смотрю направо-налево, и я бегу с легкоатлетами, которые прям реально легкоатлеты, такие худые спортсмены, там у них написано «Кыргыз Республик». Да я такой, так, стоп, я сейчас дойду до этого финиша, там покушаю, все буду кушать, все, что нужно, потому что уставшие, ноги отказывают. Я хотел остановиться, я такой немножко приостанавливаюсь, но нет, да, ноги сами бегут. Сами они идут вперед. И через силу продолжать бежать, не останавливаясь, это помогает открыть более новые свои границы, которые помогают не только в спорте, но и в личной жизни. Ты понимаешь, что когда ты достигаешь определенного момента, ты можешь намного больше, чем ты сейчас достиг. В команде Тонуса есть порядка 12 человек, и они работают все в разных организациях, но когда начинается подготовка к марафонам, мы с удовольствием все собираемся, потому что это наша самая любимая работа, мы все сами любим бегать, любим призывать людей заниматься бегом, вести здоровый образ жизни. Чувства были, боролся с собой очень-очень много раз, потому что бегаешь, думаешь остановиться, нет. Люди бегают, и дедушки, бабушки, дедушки обгоняют, и такой, ё-моё, они бегают, почему я не смогу, я молодой же, да? И таким темпом пробежал 42 километра, чем я очень доволен. Конечно же, буду улучшать свой результат, 4:27 это такой нормальный результат, но я думаю, что смогу намного-намного лучше. Могу пожелать, главное, насладитесь этим моментом старта, вот этой командного духа, да, когда с тобой рядом еще находится 3000 человек, и у вас есть единая цель. Насладитесь каждым шагом, каждым километром, и не насилуйте себя, так скажем, да. Бежите в кайф, потому что это не соревнование, это праздник спорта, праздник здорового образа жизни. Все, кто хотят принять участие в забегах, неважно какая дистанция, неважно в какой раз вы будете участвовать, если это ваш первый раз, то добро пожаловать в беговое сообщество. Не нужно ставить перед собой каких-то невидимых преград, у вас все получится, главное преодолеть себя. Если не получается бежать, идти, если не получается идти, ползти, если не получается ползти, то лягте в направлении этой цели. Всем желаю крепкого здоровья и легких ног. Участникам предстоящего марафона Эмбулак-Уздеми я желаю легких ног, хорошего настроения, и чтобы вы финишировали и получили свою эйфорию, незабываемые эмоции на финише и, конечно же, свою медаль. Могу всем посоветовать, просто запишитесь на этот марафон, хоть 5 километров, хоть 10, 20, неважно сколько километров. Главное, первый шаг – это просто записаться и прийти на это мероприятие. Когда вы придете на этот старт, как все начнут бегать, когда вы сами пробежите эти хоть 5, хоть 10, хоть 20, может быть 42 километра, конечно же, когда вы почувствуете, как люди бегают с вами, как вы бежите, вот эта атмосфера, она очень другая и очень заряжает. Это не простой бег, когда ты утром встаешь, в 6 утра заставляешь себя бегать. Это реально праздник для души, праздник для себя. Прям чувствуешь эту атмосферу. Когда ты финишируешь и тебе дают эту медальку, конечно же, это очень даже вдохновляет себя. Ты горд за собой, доволен собой. Поэтому записывайтесь и участвуйте на марафонах. Всем спасибо.